Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как мужчина напал на девушку во дворе дома на улице Декабристов в Казани. Я ему сказала: возьми сумку, он сумку брать не стал, он стал просто душить. Ее спас прохожий, услышавший крики о помощи. Покажем, как сгорел жилой дом неподалеку от Челнов. В настоящее время можно сказать, что я до сих пор не понимаю, что у меня дом загорел. И подозрительный рюкзак, появившийся ночью посреди тротуара на улице Короленко. А также незаконный улов на Каме. О, тут у вас, смотри, какая рыба, а. Мешки с краснокнижной рыбой, выловлены браконьерским способом. Это и не только. Прямо сейчас. Сзади подбежал мужчина, схватил и стал душить. Накануне около 8 часов вечера незнакомый человек напал на девушку во дворе ее дома на улице Декабристов. Она только вышла из подъезда, пошла к знакомой за учебником для сына. Отошла буквально метров на 10, как услышала сзади шаги, чьи-то руки сомкнулись на ее горле. Рассказывает, грабить, забрать сумку и деньги даже не пытался. Просто смотрел стеклянными глазами и душил. Девушка рассказала Алине Зинатуллиной, как ей удалось спастись и что о подозрительном мужчине уже писали в одном из родительских чатов. Я ему сказала: возьми сумку, он сумку брать не стал, он стал просто душить и кричать: убью. Человек мне незнакомый. Она просила не показывать лица и не называть имени. Девушка рассказывает, только вышла из подъезда, пошла к знакомой за учебником для сына. На часах было 8 вечера. Идти было недалеко, 1,5 километра в обе стороны. Машину брать не стала, решила прогуляться. Услышала сзади быстрые шаги, как будто кто-то бежит. Пройдя 2 шага, я повернулась, и на меня в прыжке напрыгнул мужчина, сумку не взял, стал меня душить. Я секунд на 10 потеряла сознание, потом пришла в себя, стала кричать. Крики услышали и соседи, и мама девушки. Она как раз была у окна. И вдруг слышу крик ее: помогите, спасите, убивает, душит. И я как была в чем, босыми ногами, так и выскочила. Женщина рассказывает, это сейчас понимает, что сделать ничего бы не смогла, но тогда об этом не думала. Вместе с ней из соседнего дома выскочил мужчина, он и спас девушку. Нападавший пытался убежать, не получилось, его догнали и удерживали до приезда полиции. Единственное помогло, что у меня шея была завязана плотно платком, а так он за это время мог мне уже более тяжкие телесные повреждения нанести. А так отпечатки, следы есть. Потом ударил в грудную клетку. Но отпечатков нет, но вот пока болит. И вчера меня очень сильно тошнило, сказали, возможно, сотрясение. Алкоголем от него не пахло, но глаза были как стеклянные, а с собой бутылка с прозрачной жидкостью. О нападениях на женщин и детей пострадавшая читала в одном из родительских чатов, но внимания на сообщение не обратила. Пишут много, не всему можно верить. И только сейчас поняла, напавший на нее мужчина полностью соответствует описанию. Сейчас прочитаю. Там было вот такое сообщение. Уважаемые соседи, недавно в нашем дворе стал появляться мужчина на вид лет 40, в синей или черной куртке, на голове бейсболка, штаны защитного цвета, в руках прозрачный пакет с неизвестной жидкостью. Мужчина с неадекватным поведением, иногда агрессивно настроен, пристает к женщинам и детям. Телесные повреждения зафиксировали медики, заявление в полицию она написала тут же. Теперь полицейским предстоит выяснить, были ли другие пострадавшие, которые не обращались в правоохранительные органы. Лина Зинатуллина, Константин Бушуев, «Вызов 112». Сегодня утром посетитель одного из супермаркетов на улице Бехтерева в Казани напал на сотрудника магазина и открыто похитил продукты. Точная сумма ущерба пока устанавливается. Задержать его сотрудники торговой точки не смогли, грабитель скрылся. Не удалось задержать его и по горячим следам. Но администратор магазина написал заявление в полицию, и сейчас устанавливается личность подозреваемого. Сообщение о подозрительном рюкзаке, который стоит прямо посреди тротуара на перекрестке улиц Короленко и Волгоградская, поступил ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. Звонивший сообщил, что хозяина вещей нет и что находится внутри, неизвестно. На место тут же прибыли сотрудники оперативных служб. Находку отцепили. Немногочисленных прохожих отправляли в обход этого места. Открывать рюкзак не стали. До обследования его служебной собакой пес находкой не заинтересовался, всем видом показывая, что внутри нет ничего опасного. В рюкзаке полицейские нашли чипсы, сок, бутылку водки, влажные салфетки и личные вещи. Находку забрали в отдел и передадут хозяину после того, как установят его личность. Житель деревни Азьмушкино в Тукаевском районе остался без крыши над головой. Его дом сгорел у него на глазах, когда он был в гостях у соседа. Что и почему загорелось, не знает. Огонь моментально охватил все строение, и попытки спасти жилье были тщетны.
Дом сгорел на глазах его хозяина. Что и почему загорелось, он не знает. Амин Ахметов в этот момент гостил у своего приятеля на соседнем участке. По словам мужчины, пожар за пару минут охватил в буквальном смысле весь дом. Хозяин до сих пор находится в шоковом состоянии и не может поверить в случившееся. Вкладывал в стройку и силы, и душу. 17:40 где-то заметили, что дым выходит. А вот как побежали, начали кидать снег, позвонили в пожар. Быстро пожарные приехали? Очень быстро, да. Но быстрее дом загорел за 10 минут или 5 минут даже. Уже весь огнем был охвачен? Да, вообще быстро, очень быстро, ужасно быстро случилось. В настоящее время можно сказать, что я до сих пор не понимаю, что у меня дом загорел. Я это даже... То есть осознание еще не пришло? Нет, никакой реакции у меня, ничего нету. Сам как будто не знаю, что у меня дом загорел. От жара пламени пострадал и соседний дом, в котором в момент пожара и находился хозяин сгоревшего жилья. У него оплавилась обшивка фасада. Благо, вспыхнуть он не успел. У меня дом пострадал от жара, от горячего дома. А долго горел дом? Минут 20. А в этот момент вы дома находились? Да, да. Он у меня был, как раз в гостях был у меня. К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. К счастью, пострадавших нет. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение дома. Собственник находился на месте, не пострадал. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Строение и имущество не застрахованы. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это выясняют пожарные дознаватели. Юлия Гоголева, Руслан Бекмухаметов. Вызов 112. 12-летний мальчик попал сегодня под колеса «Тойоты», переходя улицу Дзержинского по пешеходному переходу. Светофором переход не оборудованный. Водитель должен был пропустить ребенка, но дорогу ему не уступил. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция города Казани напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Водителя «Хонды» задержали автоинспекторы минувшей ночью на улице Короленко. Он привлек к себе внимание тем, что ехал по встречной полосе. Сам это объяснил просто. Сильно устал и хотел как можно скорее добраться до дома. Но поведение мужчины показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным. Ему предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Прибор показал, что спиртного он не пил. А от медицинского освидетельствования на употребление наркотических веществ он отказался. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения водительских прав закончился совсем недавно. Теперь, вероятно, он будет привлечен уже к уголовной ответственности. В Мамадышском районе полицейские выявили браконьеров, добывающих занесенную в Красную книгу рыбу. Их поймали с поличным прямо на льду. Вещественные доказательства, улов и орудия добычи были при них, но при этом, по словам самих задержанных, ловлей рыбы никто не занимался. А откуда все это взялось, понятия не имели. О, тут у вас, смотри, какая рыба, а. Они расположились на переправе через Каму. Клев здесь, видимо, был хороший, за исключением того, что рыбачить тут нельзя. Место нереста — стерляди. Обнаружены браконьеры. Так вот их автотранспорт. Стражам порядка они не обрадовались. Рыбачите, что ли? Я не рыбачу. А чем вы бежали тогда? Сотрудники полиции. Чтоб не забрали. Мужчина, идите сюда. Они все тут оказались якобы случайно и к незаконному улову отношения не имели. Сами якобы не ловили, хотите сказать, да? Ловил. Понятно. Здесь ваш транспорт есть, нет? Нет. Давайте посмотрим, что есть в мешке. О, стерляди. Целый мешок стерляди. Осетровые к вылову в Татарстане запрещены даже в разрешенных для ловли местах. Каждый регион устанавливает свои ограничения на вылов той или иной рыбы. Во время осмотра места происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято 14 удочек, 10 багров и буров, 1 болотоход, а также 122 рыбы редкого вида. Вся изъятая рыба и средства ловли были направлены на экспертизу в Федеральное государственное бюджетное учреждение. Эксперты подтвердили, выловленная рыба занесена в Красную книгу. Сейчас полицейские разыскивают всех, кто причастен к незаконной рыбалке. Алсу Ахмедянова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.